Таджики, рискуя своими жизнями, спасают людей. Это настоящий героизм. Подписывайтесь на обновления и точно будете в курсе всего самого важного. Отряд спасателей КЧС Таджикистана с помощью специальных приборов для обнаружения людей под завалами нашли и извлекли из-под руин в провинции Кахраман-Мараш мужчину и его 6-месячного ребенка. 11 февраля в результате оперативных и грамотных действий спасателям КЧС с помощью приборов по обнаружению людей под завалами, которые они отвезли с собой, удалось обнаружить живых людей, говорится в сообщении КЧС Республики Таджикистан. В ходе своевременно принятых мер по деблокированию пострадавших им удалось вызволить из-под завалом отца и его 6-месячного ребенка. В сообщении отмечается, что спасенный отец и сын пробыли под обломками здания 6 суток. На момент спасения они находились в сознании и в срочном порядке их госпитализировали. КЧС также сообщает, что в ходе проведения поисково-спасательных мероприятий таджикские спасатели за сегодняшний день до 15 часов по турецкому времени извлекли из-под завалов 25 тел погибших. Поисково-спасательные мероприятия продолжаются. Спасатели Комитета по чрезвычайным ситуациям Таджикистана приступили к поисково-спасательным работам в турецкой провинции Кахраман-Мараш утром 10 февраля. Как вы относитесь к такой ситуации и к отваге наших соотечественников? А в Турции число погибших в результате землетрясений 6 февраля превысило 24,5 тысячи. Об этом заявил вице-президент страны Фуат Актай. В Сирии при землетрясении, по данным, погибли более 4,5 тысяч человек. Число пострадавших в обеих стран превышает 80 тысяч. Сотни тысяч людей лишились крова. Работы по разбору завалов продолжаются. В них принимают участие спасатели и медики из 70 стран. До сих пор поступают сообщения о нахождении живых людей, среди которых дети, и это реально чудо. В Турции ведется следствие по делу об обрушении зданий. Вынесены постановления о задержании более 100 подозреваемых. Около 50 человек задержаны за мародерство. Президент страны Реджеп Эрдоган заявил, что они не уйдут от наказания. В воскресенье 12 февраля посольство России в Анкаре сообщило об эвакуации 39 россиян, которые жили и работали на юго-востоке Турции, недалеко от зоны землетрясения. Они пожелали вернуться на родину. Борт предоставила компания «Росатом». Она ведет строительство в Турции первой атомной станции Акую. Первое землетрясение магнитудой 7,7 на юго-востоке Турции, затронувшее несколько районов Сирии, произошло в ночь на 6 февраля. Через несколько часов недалеко от его эпицентра произошло второе землетрясение магнитудой 7,6. В обеих странах разрушены памятники архитектуры. В Турции на 3 месяца объявлено чрезвычайное положение. В зоне бедствия продолжаются спасательные работы. Спасательные команды и медики прибыли в Турцию и Сирию из 70 стран. В Турции, в частности, работают 50 опытных спасателей, хирургов и врачей-травматологов из Таджикистана. Будем следить за происходящим. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.